Следует отметить, что сама целесообразность выдачи дипломов о высшем образовании отказникам вызывает у ряда членов ученого совета Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов большие сомнения. Когда человек отказывается от прививки без каких-либо признанных наукой и практической медициной оснований, его поведение не только принимает антиобщественный характер, но и демонстрирует невежество, недостаток фундаментальности образования, полноценной картины мира. Отказаться от прививки сегодня, по сути, то же самое, что утверждать, что Земля стоит на 3 китах, а вокруг нее вращается Солнце. Любой гражданин России имеет право на подобное мнение. Выдавать ли такому студенту диплом университета – вопрос чести вузовской профессуры. Но я не думаю, что ковид-диссиденты имеют право на университетский диплом. Ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александр. Следует отметить, что сама целесообразность выдачи дипломов о высшем образовании отказникам вызывает у ряда членов ученого совета Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов большие сомнения. Когда человек отказывается от прививки без каких-либо признанных наукой и практической медициной оснований, его поведение не только принимает антиобщественный характер, но и демонстрирует невежество, недостаток фундаментальности образования, полноценной картины мира. Отказаться от прививки сегодня, по сути, то же самое, что утверждать, что Земля стоит на 3 китах, а вокруг нее вращается Солнце. Любой гражданин России имеет право на подобное мнение. Выдавать ли такому студенту диплом? Куда? И то же самое, когда мы приводим сюда десятиклассников, родителей, мы объясняем, и знаете, родители зачастую выбирают именно и по этой причине наш университет, где думают о здоровье и о полноценном обучении, что для нас очень важно. Александр Сергеевич, то, что вы сказали, мигом разошлось по всей стране, хотя, казалось бы, вы не сказали ничего крамольного и ничего такого сверхъестественного. И даже такое ощущение, что вы сказали то, что все хотели бы сказать, да не могут. Ну, наверное, потому что ситуация-то очень неприятная, хотя я скажу сразу, что разошлось в извращенном виде немного. Потому что, вы понимаете, разошлось вот так. Если ты не привьешься, мы тебя накажем и не дадим тебе диплом. Ну, вот так вот себя ведут дрессировщики с собаками. Поэтому, когда люди это читают, то читать неприятно. Но это нарочитая такая вульгаризация, которая рассчитана на то, чтобы поразить обывателя. На самом деле речь ведь шла не о том, а речь шла о том, что мы готовим образованных людей, у которых должно быть фундаментальное образование. Если у человека есть такое-то образование, то он тогда очень тщательно все анализирует, и он, конечно, как и призывает президент, должен принять добровольное решение. Если этого образования нет, человек становится очень легко объектом манипуляции, а мы на сегодня знаем, что торможение прививок осуществляется организацией. Это организованный процесс. Эта организация не зарегистрирована, но мы ее выявили. Работают братья, да? Да, она работает очень интересно. Вот мы это изучали специально и уже можем говорить определенно и совершенно точно. Они работают на самую темную часть населения. Они выявляют там агрессивных людей. Они выявляют людей, которые склонны, вот знаете, к конфронтации с властью по любому поводу. Вот они ищут поводов таких. Это определенный психологический типаж. И на этих людей рассчитаны технологии оранжевых революций. Вот у нас, в Белоруссии, в других странах мира. И вот по этим технологиям, по методичке Шарпа, они работают с людьми, которые склонны выступать против прививок. Забит весь интернет фейковыми новостями по поводу прививок, что это опасно и так далее. Образованный человек, он легко видит, что что распространители вот этой информации, они не являются официальными лицензированными СМИ, потому что к официальным СМИ будут сразу же претензии вплоть до судебных. И ни одно СМИ реально серьезное не позволит себе распространять фейковые новости о прививках.
Вот. А темные люди, они не видят разницы, они воспринимают это все как реальность. И у них есть еще психологические, выбирают тех, у кого есть психологические предпосылки, и с ними активно работают, с этими людьми. Им распространяются рекомендации в сети, как себя вести. Более того, есть тролли, то есть десятки и сотни людей в каждом регионе, которые публикуют свои сообщения по этому поводу за деньги, оплачиваемые. Вот это мы четко зафиксировали, буквально документально, со сканами материалов вот этих. И демонизируют при этом и науку, и врачей, и медицину. Безусловно. И нападают на людей, которые говорят, что надо прививаться. Которые говорят правду. Да, которые говорят правду. Их атакуют их различные ресурсы в социальных сетях, собственные, допустим, в Фейсбуке, в Инстаграме. И мы на этом их поймали. Мы нашли ресурсы, с которых распространяются инструкции для троллей, как им действовать. Мы, вы понимаете, предприняли меры, которые позволили троллям раскрыться. Это очень была интересная работа, которая была осуществлена нашими аспирантами. Вот. А вот в университете мы, конечно, говорим о том, что поведение антипрививочное, оно недостойно образованного человека, и, конечно, мы должны с нашими студентами работать. Совершенно не было такого разговора, что не будешь прививаться, мы тебя выгоним. Там диплом было, да. Что не будете выдавать. Да, ну, все-таки будете выдавать? Мы ситуацию не допустим, при которой люди, выходящие на диплом, будут столь невежественны. Мы с ними, конечно, проведем работу. То есть диплом выдадим людям образованным. Вот это наша задача. Здесь есть еще вот какая вещь. Понимаете, права человека. Вот на что человек имеет право. Надо сказать, что свобода всегда в истории цивилизации взращивалась в таком диалоге с ответственностью. По-настоящему свободный человек – это тот, кто знает границы того, что можно делать, а чего делать нельзя. Свобода – это ответственность, конечно. Да, свобода – это понимание своей ответственности. По-настоящему свободно – это не дикарь, который может на другого броситься, его заразить, или укусить его, или ударить его. Это давно должно было остаться в первобытном обществе. Поэтому свобода подразумевает понимание человеком ответственности перед самим собой за то, что он делает, и перед другими людьми. И права человека конкретного, личности, его свобода, они имеют свои вполне определенные границы. Эти границы начинаются там, где он попирает права других людей, или там, где он может принести им вред. Вот у нас, есть у человека свобода не привиться? Есть. У тебя только нет свободы прийти в учебную аудиторию и заразить других, и представлять для них повышенную опасность. Или в общежитие. Или в общежитие а мы, прийти. Общество да, и жить, и есть это да, общежитие. И с кем-то жить в комнате. Если ты не хочешь прививаться, не претендуй тогда на право проживать в студенческом общежитии, в комнате с привитыми, представлять для них особую повышенную угрозу. И ты не претендуй на то, чтобы заходить вместе с ними в одну аудиторию. То есть не привиться ты можешь, но не претендуй на право быть источником повышенной опасности. Вот представьте себе, у меня группа, допустим, там 30 человек, один непривитый. Вот он, будучи источником повышенной опасности, он где-то цепляет заразу, приходит в аудиторию. Если он один заболел и пришел в аудиторию, я всех должен на 15 дней, всю группу, всех привитых, вывести на дистанционку. На дистанционное обучение, а дистанционного образования вообще не существует. Потому что образование, оно состоит из обучения и воспитания. А воспитание – это и личность педагога, это непосредственные контакты, это возможность уловить живую человеческую реакцию и мгновенно на что-то отреагировать. Это человек, который выходит в аудиторию, он чувствует студентов, он под них подстраивается. Они видят по его мимике, как он на что реагирует, как он взволнован. Вот мы прекрасно знаем, у нас есть творческие специальности, там вообще практически дистанционное обучение – это вещь невозможная. Актер там, они должны друг друга видеть, смотреть в лицо, работать на аудиторию. Студенты вот этого всего нахлебавшись, они очень четко говорят, нам вот этого не надо. И у нас очень интересная вещь произошла. Мы с коллективом мягко, спокойно работали, мы все объясняли. Ведь еще было неизвестно, стихнет эпидемия или не стихнет. Были в начале года еще. Да, большие окна были, когда мы надеялись, что это все уйдет. Но
перед уходом на каникулы мы людям все объяснили, что вот есть прогнозы, научные прогнозы, что легче не будет, наоборот, будет даже хуже, появляются новые опасные штаммы. И надо прививаться. К этому моменту по преподавателям было процентов за 50, выше 50, по студентам ниже. Мы ушли, как говорится, на перерыв, как говорят в футболе и хоккее. И за лето коллектив сам, они привились без всякого там вот административного вмешательства. Потому что насколько у вас сейчас вакцинировано? У нас сейчас, мы нашли одного невакцинированного преподавателя университета. Одного всего лишь. Вот, и мы поняли, что мы этого человека приняли по ошибке. Вот, потому что это был новый сотрудник, ну, который, в общем, наверное, не понимал вот того, что здесь происходит. И он уже не работает здесь у вас. Мы его сейчас не допускаем в университет и ведем диалог, потому что... Он не допущен к занятиям. Он не допущен, да. Как непривитый человек. Да, как непривитый человек. Сейчас смотрим, что дальше делать в этой ситуации. Среди студентов? Среди студентов у нас на сегодня, я думаю, 7%. 7% непривитых. Причем, вот что еще интересно, первокурсники пришли более привитые, чем некоторые старшекурсники. Дело в том, что... Знали, куда шли, наверное. Знали, куда шли. Дело в том, что еще есть все-таки некоторый балласт в университете. Есть студенты, ну, скажем так, не отличники, есть студенты без сильной личностной доминанты. По стране таких свыше 50%. У вас 7. У нас 7. Они, вот что эти люди говорят? Они говорят, ой, будет дистанционка, да великолепно, мы работать будем, она в вуз потом выпишет диплом. Вот мне интересно, это кто? Врачи, кто пропустит там годик обучения, другой. Это кто вообще? Инженеры, которые будут что-то проектировать. Это будущие прокуроры и судьи. Вообще считается, что достигнуть такого процента привитых, 100% у вас практически, можно только какими-то репрессиями и какой-то принудиловкой. Нет, как у вас было? Знаете как? Скорее всего, это жизнь как бы все подсказала. Дело в том, что все же ушли на дистанционное преподавание. Ну и, в общем, оказалось, что это безумно хлопотно, это как-то все ущербно. Ну и, в общем, это как-то не так, никак. И, казалось бы, студент, что, лежишь на диване, учишься и так далее. И студенты вот просто рвались сюда, и когда в марте сняли, то праздник был невероятный. Но вот они встречались, они обнимались. То есть и преподаватели тоже прививались, как бы голосуя за то, чтобы больше не повторялся этот локдаун? Ну, преподаватели прививались, потому что они понимали, что что-то надо делать. Ну, допустим, она неэффективна. Допустим. Ну и что? Это лучше, чем ничего. Понимаете, это элементарная вещь. Все эти люди, которых мы здесь видим, они правда привиты. Да, да. Мне очень сложно поверить, потому что молодежь все-таки. А молодежь, знаете, такая, себе на уме. Как удалось уговорить? Ну, у нас это очень понятная история. Для нас, для всех это абсолютно нормально. Мы хотим учиться в стабильных каких-то условиях, ходить на очные занятия, встречаться с преподавателями. Поэтому все это понимают и все вакцинируют. Вы так как по заученному сейчас сказали, но это так, это мнение коллектива, да? Нет, это действительно мнение всех, потому что был очень длинный период, когда мы учились дистанционно. Вот об этом нам и говорил ректор сегодня, что действительно как-то... Это очень сложный период, в котором очень трудно, знаете, найти для себя какую-то нормальную форму для взаимодействия. Скажем, ты выполняешь задание, но все равно не хватает этого очного контакта. И ты не можешь что-то понять, ты хочешь преподавателю задать вопросы дополнительные. Ты всегда можешь после лекции что-то спросить, например, после семинара. Но в условиях дистанционного образования это абсолютно невозможно. Решение многих наших студентов абсолютно независимо. Да, в университете проходили лекции, направленные на популяризацию, соответственно, в принципе, информации о ковид, чем он опасен и так далее, как можно защищаться. Проходили очень интересные лекции иммунологов. И, соответственно, скорее эти именно события дали какой-то результат, и сами студенты захотели вакцинироваться, потому что они хотят учиться очно. Никому не понравился дистант. К сожалению, в прошлом году у нас большую часть учебного года многие учились на дистанте, и поэтому, когда не хочешь учиться дистанционно, хочешь учиться очно, ты решаешь, что надо себя защищать, сделаю прививку и буду учиться нормально. Поэтому я думаю, в этом феномен, так скажем, именно статистики по вакцинации в СПбГУ.
Вы знаете, меня буквально осенило сейчас, а не наблюдаем ли мы здесь как раз то самое общество, образец того самого общества, которое нам грезится только пока еще, в котором изначально процент невежественных людей маловат, но он еще и подкрепляется процентом достаточно образованных, которые скрепляют собой все, образуют тот самый фундамент, на котором, собственно, растет эта наука. У вас получилось так. То есть сначала вы, потом другие, потом третьи. И здесь нет диссидентов, и здесь нет мракобесия, скажем так, в этом вузе. Да, все верно. То есть все наше университетское сообщество, ученый совет, профессура, они располагают к тому, чтобы ты занимался наукой, ты изучал вопрос досконально, что прочитал, допустим, где-нибудь пост о том, что все, из-за прививки кто-нибудь умрет или так далее. То есть они подходят ко всей информации с долей недоверия, соответственно, нужно проанализировать. Да, критического мышления, конечно. Соответственно, наши студенты, они изучают информацию и делают собственные выводы. Ну вот, выводы получились такие. Поэтому говорить о том, что как-то воздействие там, университета, да, было то, что люди думающие. Поэтому именно в этом заключается наш феномен. Александр Сергеевич, а вот эти 7% оставшихся студентов, какие меры к ним предъявляют? Они выведены на дистанционное. Не учатся, не приходят сюда. Да, они и сюда в общежитии не тоже не живут. И не живут. В общежитии нет ни одного непривитого человека. То есть мы сделали, по сути, ковид-фри вуз. Студенты, практически, как вы понимаете, когда 93% понимают необходимость серьезного отношения к этому, это, конечно, ковид-фри вуз, остальные 7 занимаются дистанционно, и на здоровье, скажем так, только я боюсь, что они все равно будут болтаться по всяким местам скопления народа, может быть, и не на здоровье. Была информация о том, что вы просили признать ваш вуз ковид-фри зоной. Эта информация соответствует истине? Информация абсолютно это соответствует истине. Для чего это вам нужно было? Для того, чтобы были уменьшены ограничения. Вот. Например, вы можете здесь уже снимать маски? Маску преподаватель официально может сейчас снимать с разрешения надзорных органов, если он вышел на трибуну. Когда преподаватель выходит на трибуну, или, допустим, актерское искусство и так далее, и даже обычный лектор, он имеет право снять маску. Студенты тоже сейчас имеют право снять маску, если идет обучение по творческим специальностям. Иначе это, конечно, практически невозможно. Но каких ограничений? Мы хотели вообще посмотреть весь комплекс ограничений, чтобы их у нас уменьшили. Например, есть ограничения для государственных театральных коллективов. Что-то массовое, да? Которые приезжают сюда. У нас все время мы приглашаем театры в наш зал. Ребята здесь видят, не отходя от общежития, от дома студентов, полномасштабные спектакли. Так вот, на государственные театры наложены ограничения. Сейчас мы один из спектаклей отменили, потому что нам Управление культуры сказало, мы вам разрешения не дадим. Ни на какое количество людей в зале просто не дадим, и все. Но мы с пониманием отнеслись. Чиновники не хотят на себя брать какие-то такие вещи, а вдруг там будут отрицательные последствия. И то же самое органы эпидемиологического надзора, они сказали, что мы не будем рассматривать вопрос, потому что, я по-человечески понимаю, они тоже не хотят ответственности. Но есть одна вещь, которая мне очень не нравится. У них вообще не выработан подход, что делать в учреждении, которое... В Москве есть подход, в Петербурге нет. Что делать с учреждением, которое полностью состоит из сотрудников всех привитых? И они говорят, мы будем, то есть уже в будущее смотрят, мы будем с вами поступать как со всеми вузами, то есть если у всех будет локдаун, мы и вам устроим тоже локдаун, мы вас отправим на дистанционку. Тут я говорю, спасибо большое, мы с этим будем сильно спорить. Александр Сергеевич, как так получается, что вы можете достигать подобных цифр, а другие вузы нет? Вы знаете, я думаю, что дело в том, что, во-первых, в нашем вузе мы сумели сохранить вектор развития совершенно правильный образовательного процесса. Благодаря тому, что у нас учредители профсоюзы имеют свою определенную позицию, и они рассматривают вообще университет это как большой социальный проект.
Потому что в государственных органах, вот особенно где-то с 12 по 16 год, при министре Ливанове, там были внедрены другие подходы. Вузы рассматривались как коммерческие структуры. Работу ректоров стали оценивать по деньгам, которые они привлекут, заработают. Ну, важный показатель, он и для меня важный, но нельзя превращать университет в коммерческое предприятие. Это другой тип социальной структуры. История проста. Если вы имеете правильные цели, вы можете иногда ошибаться. Но надо двигаться все время в нужном направлении и не уставать исправлять свои собственные ошибки. Ну, вот примерно как в истории с англичанином, которого расспрашивают, как он добился такого великолепного качества газона. А он говорит, а вообще-то всего надо, значит, поливать и стричь. Действительно, больше ничего не надо. Да, ну так 300 лет надо делать. Но у нас 300 лет не было. Была очень хорошая история советского вуза с 26 года. А потом мы постарались уже, начиная с 90-х годов, выбрать правильный вектор, вот сохранить все лучшее, что было в советском образовании, но внести изменения в связи с вызовами времени, потому что, конечно, образование не может вот оставаться там таким, как оно было 30 лет назад. Почему же другие не могут позволить себе не говорить то, что вы говорите, не делать то, что вы делаете? Ну, это, наверное, вопрос инстинкта самосохранения. Я-то вот 30 лет так себя веду, это совпадает с позицией, понимаете, вот наше поведение, наши акценты в работе, наши принципы фундаментальные, они очень четко совпадают с принципами учредителей. Если это не будет сделано в масштабах страны, мы не выйдем из ситуации с коронавирусом несколько лет, мы понесем огромные потери в экономике. Предприниматели говорят то же самое. А как предприниматель может организовать нормальную работу предприятия, где вот эта вот каша из привитых и непривитых? А еще предпринимателю надо там в ресторане работать с клиентами, они разоряются от локдаунов. И для них ведь еще, и для всех нас страшная вещь какая. Если нет высокого уровня вакцинации, то непрерывно появляются новые мутации. За новые мутации отвечает масса непривитых людей. Потому что новые штаммы появляются среди непривитых. Это наукой уже тоже установлено. Нас уже называют, страну Россию называют биореактором для новых и новых мутаций. Самый высокий уровень смертности на сегодня в Европе у нас, да. Это, в общем, трагедия. В Петербурге вот 2 раза скакнуло заболевание. Более того, ведь еще сравнивают с тем, что было в то время, когда не было вакцины. Понимаете, а с этим сравнивать нельзя. Надо говорить о проценте вот заболеваемости от, ну, фактически от непривитых, потому что среди привитых намного меньше. Я эту историю мониторю по всей, практически у нас 25 ученых, из 25 стран ученые мира, с которыми мы регулярно работаем. Вот я звоню в Израиль и говорю, как у вас? Они мне говорят, значит, на 50 человек в красной зоне один привитый. Один привитый. В общем, вся ваша борьба – это борьба за здравый смысл, в конце концов. Моя борьба, я как ректор обязан обеспечить безопасность студентов. Это для меня, скажу прямо, даже важнее качества образования. Вот всегда на первом месте у ректора должны стоять жизнь, здоровье, безопасность студентов. Это вот то, без чего вообще дальше разговор об образовании невозможен. Если ты не можешь обеспечить безопасность, закрывай контору. Вы, конечно, слышали, что говорил ректор о китах, о солнце, которое вращается вокруг Земли? Ну вот лично для меня, если вы спросите мою позицию, то для меня, да, по-моему, абсолютно очевидно и наукой доказано, что вакцины помогают от таких болезней инфекционных. Я не говорю сейчас о коронавирусе, но в принципе, да, есть такое понимание, что вакцина помогает. Для меня это понятно, мне кажется, это доказано наукой, и это очевидно. Ну, что там думают другие, здесь не могу комментировать, у них свои какие-то позиции. Ну и вам очень хочется получить диплом все-таки. Ну, вообще-то, да. Получить диплом и, в конечном счете, нормальное образование. Полноценное. Но все-таки ваши слова о китах и о солнце, которое вращается вокруг Земли, какими бы простыми они ни казались, они произвели просто эффект разорвавшейся бомбы, потому что услышали люди то, что сами давно хотели сказать, но, к сожалению, сделать этого не могут. Вам спасибо за вашу оценку, но я вам должен сказать, что люди, которые прививаются, люди, которые это все способны оценить, это еще и люди с очень высокой культурой, и у них нет той агрессии, которая есть у непривитых.
Непривитые сейчас чуть ли не бросаются на привитых. Как-то вы посмели привиться. Сон разума рождает чудовищ. Да, рождает чудовищ, поэтому есть экстремисты, на них опираются. Вот, кстати, сейчас у нас в стране работают не только методами оранжевых революций, но методы вот работы в интернете оранжевых революций, они удивительным образом сочетаются с методами работы по образцу американских современных сект религиозных. Когда отдельные люди оболваниваются персонально. И мы тоже это видим. Мы сейчас и вот это сумели заметить, показать на конкретных примерах. Я думаю, что мы сейчас ряд публикаций про это сделаем. Борьба против прививок носит организованный характер в России. И в эту борьбу против прививок вкладываются очень большие средства.